центру, возле центра, точнее в центре. Вот здесь ездят такие тук-туки, у них нет дверей и окон. Впечатление выше гор, очень классно здесь. Вот такие штуки прям на стенках живут. Отличный день. Теперь я модная, ношу такие штучки. Чай мы завариваем в термосе. Сейчас заправились с канистрой водичкой и поехали дальше. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я уже не помню, какое число, но мы, в общем, не заправились бензином, не нашли ни бензин, ни сумму, где разменять, и в итоге приехали в Ташкент и внутри двора, вот здесь, прямо в машине, заночевали. То есть это все было вот как-то так, вот здесь именно, прям тут во дворе, там вон машины стоят, и мы тут ночевали, здесь прям. Ну, самой важной части Ташкента это телебашня. Вот в этой части где-то находится крутящийся ресторан, откуда видно весь город. Но сейчас время 6 утра, и мы пока не можем лицезреть сию. Вот, поэтому мы просто пофоткаемся. Это местный житель. Поэтому мы просто пофоткаемся и поедем дальше. Вот там вдалеке находится мемориал жертвам репрессий. Туда мы тоже сегодня не попадем, потому что время 6 утра. Наш путь лежит через красивейшие места Узбекистана. Посмотрите вот на эту гору, это вообще пипец какой-то. Представляете, сколько километров высотой, если там лежит снег. Такой неописуемой красоты вообще. Тут просто дороги обалденные. Очень красиво. Очень нравится. Вот с этой стороны тоже дороги. Горы. Реки. Просто вообще обалденно. Блин, посмотрите на это. Посмотрите, какая красота вообще. Мы остановились, чтобы набрать воду, оказалось, тут живут люди. Мисс. Собаки не кусаются? Нет. Так люди живут. Стены из непонятно чего. Ой, красиво как. Салям. Или-ли-ли. Салям. Как зовут мальчика? Шахзад. Шахзад? Ой, Добрый вечер, леди. Смотрите. О, Рахмат. Рахмат Виктор. Чай пейте. Нет, мы только попили. Қарағыз әлі бұл матырлыққа. Бұл матырлық сұқланып туярлық түгел. Это такая красота вообще просто. Снег лежит даже на подножии горы. Вот подножии горы. И даже там лежит снег. А на улице солнышко. Вот такой вот кадр обалденный, просто капец, очень красиво.
И, друзья, мы находимся где-то в Ферганинской области. В итоге решили остановиться вот у такого канала. Вот Оксана умывается. Солнышко. Как водичка? Очень теплая погода, очень жарко погода. Недаром поется в песне «В долине солнца». Погода реально теплая. Все вообще классно. Можете понаблюдать с нами одинаковые дома. Это мы подъезжаем к городу Туган-Яр. К вечеру доехали мы на границу Узбекистана с Кыргызстаном на пост Достук. Оказалось, что он работает до 18:00. В придорожном мотеле мест не было. По воле судьбы до деревни Янги-Фаргона, что на самой границе, подвозили мы человека по имени Казакбай. По воле судьбы. Как и во времена Чингисхана, когда дервишей пускали на ночлег, и нам, путникам, Казакбай и его семья не только не отказали, но и приняли как дорогих гостей. Всем доброе анжеданское утро. Мы находимся недалеко от города Анжедан, маленькой деревушки. Мир прекрасен и мир большой, и люди очень добрые в нем. Нас встретили такие хорошие люди. Хайрлерде. Вот это очень круто. И растет виноград настоящий. Доброе утро, ребята. Что мы хорошо доехали. Родные, как бы было весело с родными. Так нас провожал гостеприимный Узбекистан. А мы пересекли границу и продолжили свой путь по дорогам Киргизии. Всем доброе киргизское утро! Ошинское утро! Мы находимся недалеко от города Ош и направляемся в город Узген. Это в Киргизстане. Вот, мы проехали уже 3683 километра. Здесь нету страховки, зато есть экологический сбор, который стоит 2000 рублей. 2000, чтобы машину не разбирали. Вот курс валюты у них 1 к 1, то есть наш российский рубль равен их одному сумму. Вот. Разговаривают они как узбеки, очень похож на наш язык. Очень жарко здесь, где-то 28 градусов. Вот, тут продаются всякие штуки. Мы где-то в горах Узбекистана. И вот тут такая красота. Вот это горы. Вот там вдалеке, где-то там, снег на горах. А так, вода вот такого цвета. Не знаю почему, но в общем как-то так. Дальше мы ехали по киргизской земле до самого Бишкека. Мы проехали эту трудно-серпантинную дорогу за один день. Величие гор Кыргызстана не описать словами. Дорога нас привела на самый пик заснеженных вершин, на высоту 3175 метров над уровнем моря. Когда начался подъем, солнце уже опустилось за высокий горизонт, и заснять ничего не удалось. Ночью мы пересекли границу Кыргызстана и Казахстана и смогли немного поспать в Алмате. Утром мы направились в сторону города Балхаш и добрались до него вечером, проехав больше 600 километров. До Караганды добрались мы ближе к полуночи. Город нас встретил мокрым снегом. Ночевать мы остановились в гостевом доме «Лагуна», заплатив всего 4000 тенге на двоих. Это около 800 рублей. Солнышко, ты где? А вообще? Караганду и 5700 километров
оставили позади и утром выехали в сторону Астаны. Дорога Караганды-Астана. Такая снежная, скользкая, но красивая. Всем привет! Мы наконец-то доехали до Астаны. Здесь все очень круто. Хочу показать с окна вид. Давай, Тома. Мы сейчас находимся на 16 этаже. Великолепный просто вид. Вот, доехали хорошо. Остановила полиция и штрафанула за превышение скорости. Сейчас мы собираемся пойти в музей, где работал Жанбек. Жанбек, видеодневник миним. Бірнеше сіз айт. Сәлем, Оксана, Серега. Қош келдіңдер Қазақстанға. Сендер келген үшін өте қуаныштымын. Алла жазса күшті уақыт өткіземін. Рахмет. Из Астаны мы выехали утром и направились в Петропавловск. 500 километров разделяло нас от горячего чая у старого друга, с которым вспомнились почти уже забытые песни. Болса не болыр деп көзін йымдым, көкке ұшты